мужик весь в салатневом. Модный. Эй, братан, поворачивай к черту, шапку держи, да больше не урони. Ножки, падла, лезут. Все, поехали на выезд. Едем на выезд из Феодосии. Хотел ехать в Коктебель, а там вроде как дождик идет. Посмотрим, идет там дождь или не идет. Надо выехать с Феодосии, а там уже будет видно. Полиция, полиция. Красный горит. Надо ждать. 12:10. А, загорелся уже, интересно. Пропускай, давай уже едь.
Все, поехали. Время уже почти пол восьмого. Солнышко светит. Возможно, даже и уже дождь закончился в Коктебеле. Возможно, сейчас поедем в Коктебель. Посмотрим сейчас. Налево нам. Проехали мы 17 километров. Давай, газуй. Смотришь. Ветки. Велосипед висит там. Солнышко, да. Может, в Коктебеле уже разведнелось. Может, все-таки поедем через Коктебель. Подъемчик идет подъемчик. Надо переключиться. Фу. 23 идем стабильно. Что-то тут с правой стороны остановки нету, сделали просто такой как бы без остановки, чисто так стоять. Фух.
24. With a brave heart. Фух. Давай, выезжай уже, стоишь, смотришь. О, Вася. Ой. 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 Щелкает, щелкает. Да, солнышко вышло, он хорошо под вечер. Но сегодня дождь такой, он в основном был в стороне Коктебеля. От Феодосии чуть-чуть покапал. И все. Вот. В Орджоникидзе тоже чуть-чуть покапал. В Коктебеле, наверное, прошел такой. Посмотрим сейчас, да. Может, не в сам Коктебель заедем, а через Тихую поедем в Орджоникидзе. Крутим, крутим, крутим. 23 идем на подъем. Тут идет подъем до самого спуска там в конце на горе уже. Ну, на обычном здесь я ехал, была скорость 10. 10-12 максимум. То есть на электричке всегда скорость будет в 2 раза больше. Хоть подъем, хоть по ровной дороге. Только на спуске это уже зависит от этого, от того, насколько ты обезбашенный. Ну, то есть можно лететь так, что будут сверкать пятки. А вообще, да, по ровному и на подъемах электричка, конечно, мощнее. Ну и быстрее, мощнее. Потому что все-таки ты не просто крутишь педали, а помогает тебе еще двигатель. Ну, на обычном хартеле я проездил где-то
Год, да. Ну, прямо вот по вот тут горам я, конечно, не ездил, потому что там, ну, как бы, во-первых, ты не заедешь, а во-вторых, постоянно его тащить в горы, фигня это все. Я в основном по асфальту ездил, и там, где более-менее такие есть небольшие подъемчики. Вот. Небольшие подъемчики. А так в основном, да, по асфальту. А на электричке ты можешь ездить везде. Любые горы, любые трассы. Собачки. Но они сразу увидели, что я на электричке, и они даже не стали бежать. Вот, ты можешь ездить везде вообще, любые горы тебе нипочем. Но единственное, что они же, конечно, дорогие. Обслуживание дорогое, дорогие запчасти, не такие, как на обычный велосипед. Например, трансмиссия вся на обычный стоит, ну сколько там, 15 тысяч, ну 20 тысяч максимум. А на этот, считай, в 2 раза больше. Колеса, ну колеса, в принципе, цена одинаковая, только зависит какой там размер. В основном трансмиссия, да. А так что по обслуживанию? Ну, вилка, понятно, передняя, задний амортизатор, если он есть. Ну так, в принципе, все. Что еще? Мотор обслуживать не надо. Батарею тут тоже. Просто здесь быстрее, наверное, выходит из строя трансмиссия, втулка задняя. Ну еще все зависит от того, сколько ты, как часто ты катаешься. Вот и это зависит от обслуживания. Если ты выехал пару раз в месяц, то это фигня вообще. А если, как я вот, катаюсь круглый год, и летом, и зимой, и осенью, и весной. Ну я, например, трансмиссию меняю, ну, 2 раза в год, может даже и 3 раза. Вот. А так по обслуживанию, в принципе, ну, конечно, здесь мощнее стоит передняя вилка, то есть по обслуживанию она будет дороже, чем обычная. Тормоза, кстати, да, еще здесь же в основном лучше ставить 4-поршневые, и они, естественно, стоят в 2 раза дороже, чем на обычном, потому что ты здесь можешь ездить по всем, как бы, горам, везде по всяким спускам, подъемам, и здесь, то есть, тормоза лучше ставить 4-поршневые. Ну и колодки стоят, да, дороже. Вот так, в принципе, все. Не знаю, я даже и не хочу переходить на
обычный велосипед. Этот меня вполне устраивает. Но еще все зависит от финансов, которые поют романсы. Ну что, свернем, посмотрим, что тут был дождь, нет. Посмотрим, посмотрим. Едем до звездопада воспоминаний. Так, секундочку. Ну чё, поехали! Поехали! Подключил камеру Insta360 поснимать красивые виды. Можно было по дороге поехать, но здесь лучше. Грунтовая дорога лучше всего. Но здесь дождя не было. Может, дальше там. Посмотрим, посмотрим. Наслаждаемся красивыми видами. Скоро закатик. Но тут он был, да, дождик небольшой. Лужа не подсохла. Может, там дальше был дождь, и нам придется возвращаться назад. Тут он, да, чуть-чуть гряземес. Все-таки здесь был, да, небольшой дождик, поливало. Так, нам прямо. Да, кто-то тут он ездил на машине. Гряземес устраивали. Гряземес.
Кто-то впереди на машинах ездит он. Ну давай, проезжай. Пропустим. Ой. 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 Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely. So lonely. Пока сухо. Эх, красота! Красотища! Кто-то на машине он стал. С таким бидончиком. Еще бы не стать. Куда они только пошли? Да нет, тут дождя не было, и здесь сухо. Наверное, все-таки да, был в Коктебеле. Сейчас поедем, посмотрим по трассе. Красотища! А вот мы подъезжаем и в Коктебель. Коктебель-Сити.
Сити. Ха. Строят Кемерию с левой стороны. Супермаркет Кемерия. По трассе не хватает этого звезды там одной. Ну ладно. Надо будет в Феодосию заехать на, чтобы они посмотрели. Идем. Моросил здесь, да. Дождик. Чуть-чуть было. Чуть-чуть был дождик. Интересно, а в Тихой бухте дождик был? Ха. Пойдем сейчас через набережную. Ну да, тут прошел дождик. Прошел дождик все-таки здесь чуть-чуть. Чуть-чуть здесь, да, был. А там не было. Здесь покапал. Ну так чисто, да. Притрусил пылячку. Пылячку так чисто притрусил. И все. Ой. Что-то щелкает. Какая-то скорость. Какая-то скорость щелкает. Вот мы и на набережной.
Вечерняя набережная Коктебеля. Комары, падла, кусаются. Вот тут дождика не было на набережной. Короче говоря, местами где-то был, а где-то не был. Так. Дети катаются. Который гавкает вот этот. Гуляют люди. Все-таки все равно приезжие есть. Видно. Туристы. Здрасте. Да, народ есть. Потихоньку люди начинают ехать. Давай, девочка, уже поднимайся. Да ёпсель-мопсель, девочка. Собаки вон купаются. Где девочка, блин, сбила, хотел
заехать. Я. Тут закрыто все. Конец набережной. Ой. Что это 8? На горе стоят, блин. Хотел подняться на горочку. Ну ладно. Поехали. Закатик он. Закатик, рассветик. Да, почти дождя не было. Там в начале чуть-чуть притрусило. О, кто-то поставил палаточку. Купаются. А время сколько у нас уже? 8:30. Ну, как раз, да, минут 40 нам ехать до Арджо-Сити. Наезжай. Сейчас будем тащить в гору. Фу, какие-то запахи здесь. Так, ну что, тут дождь был, не? На горе. Поднимемся. Или нет? Должны. Go. I know. Тащим.
Что там, посмотрим сзади вид. Ха. Вид сзади. Вон такой вид сзади. Красота. Ладно. Поехали. Фух. Так, проехали, может, 37 км. 37 км. Закат уже закончился, ушел. Время у нас 8:30 уже. Было, наверное, минут 20-25, когда я смотрел. Сейчас 8:30. Ну, отсюда до Орджоникидзе полчаса где-то ехать. Не спеша так. А что нам, мы никуда не спешим. Нет, тут все-таки чуть-чуть тоже дождик был, моросил. Ну, видно, да, уже все, ветер такой небольшой, оно землю уже притрусило. Ну, то есть ветром землю обдуло и уже сухо. Так, что-то мне кажется, что мне кассету затянули слабо. Ну да. Ха. Кассету затянули слабо, надо подтянуть. Недавно сдавал в ремонт. Хорошо на уличке. Лето. Начало лета. Можно сказать так. 15 июня. июня.
Чирик-чирик. Кто-то чирикает. Так, надо будет завтра смазать цепь и подтянуть кассету. Вон красота такая. А он мыс Хамелеон. Интересно здесь поплавать на сап доске. Я хочу попробовать с Орджоникидзе доплыть до Тихой бухты на сап досочке. Попробовать вдоль берега вот так. Вроде расстояние сколько тут? Километров 5. Туда-сюда, потом вот так раз. Будет интересно попробовать, да, надо. Ух ты! Наша тропа здоровья! Мошки всякие, блин, летают. Мошки, мошки. Мы сюда вот раз нырнули. Мыс Хамелеон с правой стороны. Да, вроде тут с Орджо до Тихой, что тут плыть. Понты вообще. А потом с Тихой в Орджо назад. Интересно будет испытать свои силы. Мусорка. Прямо аж целых 6 баков. Или сколько? Или 7. Но тут летом, вот, когда именно уже едут все массовые заезды, тут прям вообще забито все. Тут в машинах все. На парковке даже места нету. И эти все. Тут куча палаток всяких.
Людей тут в хороший сезон просто полно. Так, сейчас посмотрим. Нету там лужи. Лужи нету там, где обычно после дождя лужа. Сейчас посмотрим. Спортплощадочка. Да нет, тут сухо все, дождя не было. Чуть-чуть покапал. А тучи зато были такие серьезные. А тут сухо он вообще. Сухо вообще. Все, едем в Орджоникидзе. Горным маршрутом нашим любимым. Кто-то бегает он даже вечерком. Вечерняя пробежка. Молодцы. Но первый такой был пухлячок. Надо бегать, да. Да, уже минут через 15-20 уже потемнеет. Как раз я успел четко. Ой, притопим маленечко. Ой. Так, а тут что, я не пойму. Дождь был, что ли? Размылось. В некоторых местах размыто. Не похоже. Тут сухо все. Не похоже. Ой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Темнеет, темнеет. Уже 45 минут. Нормально. Сколько там у нас уже? 40 км. 40 км. Нам осталось тут буквально километров 5 где-то. Ну да, где-то километров 5. Так. Да нет, тут не было, да.
Чуть-чуть, да, был такой мелкий дождик на минут 20-30, потом уже через часик уже все и подсохло. Так, сюда, сюда, сюда. А теперь резко сюда. О, приловчился. Ой. Так, тут где-то лошади ходили и понасирали вот здесь, да. Так, как едем? Да прямо. Поехали. Прямо. Светло пока. Пока светло еще. Но уже надо сейчас чуть дальше там включать освещение. Оп, оп, оп. Just in my heart, in my soul. Так, 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 тут сюда нам надо. Тут такой перепад высот. О, выехал. Канава здесь с левой стороны, а справа идет чуть выше. Все, поехали, поехали дальше, дальше. Топим, топим, топим. Жопа что-то уже устала. Болит жопа уже. А всего лишь 40. Just in my heart, in the heart. Сейчас выйдем отсюда и включим там дальше уже освещение. Фух. Ой. Тыры-ты-тыры-тыры-тыт. Тыры-тыры-тыры-тыт. Всякие мошки, блин. Вот это летом большой минус этих мошек, всяких комаров, жучков. О, подъемчик сейчас он. Сейчас передохнем. Подключили освещение и выбираемся с этих горных перевалов. Это мы здесь, это мы находимся между Арджой-Коктебелем или Арджой-Тихой бухтой, скажем так. Это дорога из
тихой бухты Барджо. Опа, 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 опача. Ой, что такое? Щелкает что-то. Что ты щелкаешь, дружище? Закатик он сейчас будет с левой стороны. Уходящий закат. It's my life, it's my drive. It's my life. Закат, закат, розовый закат, малиновый закат. С левой стороны он закатик там уходит, уже уходит закат, наступает ночь. Ой. Ой, ой, ой. Надо заднее включить освещение. О! Все, сейчас спускаемся уже на дорогу на Орджоникидзе. Спуск на трассу. Вон закатик красивенький. Красота, ляпота. Так. Кстати, надо проверить еще завтра тормоза. Что-то уже так... Что-то уже так мне не нравится. Заднее колесо прям так уже заносит, как будто уже вот-вот сотрутся. Все, спустились. Тут до Орджоникидзе нам километра 3 или сколько проехать. Все, до новых встреч в горах и на трассе.